На сегодняшнее пленарное заседание Жогорку Кеңеша, начавшееся без кворума с опозданием на час, присутствовало всего 63 депутата. В нем также принял участие младший брат бывшего президента Сооронбая Жээнбекова, депутат Асылбек Жээнбеков. Он посетил заседание Жогорку Кеңеша впервые после октябрьских событий. Вице-спикер Мирлан Бакиров перед утверждением повестки дня поставил на голосование законопроекты. Среди них проект закона о проведении 10 января 2021 года референдума по определению формы правления, внесенный в первое чтение. Сначала давайте определимся с голосованием. Во время голосования толковать что-либо не предусмотрено по регламенту. Все присутствующие депутаты, кроме 6, проголосовали за законопроект, предусматривающий общенациональное голосование для определения парламентского или президентского правления. Однако из-за отсутствия электронного табло стало неясно, сколько человек проголосовали за. Каршы. Макул. Комиссия. Каршы. Каршыны есептеп қойыңыздар. Дастан Далабаевич. Комиссия иштеп атат, комиссия өзүнүн чечимин айтат. Урматтуу депутаттар, чечим кабыл алынды. С заявлением выступил Өмүрбек Текебаев, один из депутатов, проголосовавших против законопроекта. Он раскритиковал законопроект о референдуме, заявив, что он нарушает процедуры. Он отметил, что у правительства нет мнения по поводу референдума, добавив, что предложенная в законе форма правления неверна. Президентская, парламентская форма управления. В науке нет понятия президентской или парламентской формы управления. Даже в учениках нет такого понятия. Если возникают спорные моменты, в 3-м пункте обязательно должна присутствовать графа «против всех». Посмотрите теперь сюда. Есть ли такая графа в предлагаемом законопроекте? Конечно, нет. Таким способом мы нарушаем права граждан, и такое отношение противоречит Конституции и конституционному закону. Известно, что Акылбек Джапаров является инициатором закона о проведении всенародного референдума по определению формы правления. Он ответил на заявление Текебаева. Мы не предлагаем изменить Конституцию. Наоборот, хотим, чтобы граждане сами выбрали, при какой форме правления будут жить в дальнейшем. Не буду аргументировать снова. Во 2-м чтении законопроекта, естественно, будут учтены мнения сторон. По форме бюллетеня будем решать с ЦИК. Еще раз повторюсь, про референдум мы говорим не 1-й, а 8-й раз, дорогие коллеги. Естественно, в бюллетенях нет графы «против всех», но на данный момент после массовых волнений хотим войти в правовое русло. Депутат Умбеталы Кадыралиев также ответил своему коллеге, что Конституция 2010 года не принесла ничего хорошего. Мы всегда говорим, давайте обсуждать вместе и решать вместе. Видите, как Умирбек Черкешевич начинает свою речь. Он говорит, во время визита нашей делегации в Москве кыргызстанцы вышли на бойкот, и что такого явления в истории не было. Я уверенно могу сказать, что бойкотирование несет заказной характер. Зачем такое говорить? Ведь всем же ясно, что это был заказ. Позже правительство заявило, что поддерживает законопроект о референдуме. По словам представителя правительства Жогорку Кеңеша Алмазбека Абытова, исполнительная власть готова провести референдум и покрыть материальные затраты. Стоит отметить, референдум предлагается провести 10 января одновременно с президентскими выборами. На референдуме кыргызстанцам придется выбирать между президентской или парламентской формой правления. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакеев, Нью ТВ.